Согласно поверьям, ведьмин час, также известный как святой час или дьявольский час. Это время между 3 и 4 часами утра, которое связано с различными сверхъестественными явлениями. По другим версиям, ведьмин час имеет место в 2:16, 3 часа, 3:15 или 3:33. Это время связано с инверсией времени, когда распяли Христа – 3 часа дня. В древних учениях еще одним опасным временем считалось 12 часов ночи во время полнолуния. Это было особенно могущественным временем для колдовства любого рода, когда луна не растет, не убывает, а время стоит между 2 дней, между 2 миров. Считалось, что в ведьмин час появлялись все существа, вроде ведьм, демонов, призраков и гремлинов, и они были особенно сильны. Возможно, это связано с тем, что они могли легко произнести заговоры, потому что в это время находились в уединении. В этот час завеса между духами и людьми приоткрывалась, и духи легко проникали в наш мир для того, чтобы встретиться с нужными людьми по их выбору. В это время происходило наибольшее количество визитов. Их жертвы были в наиболее уязвимом положении, особенно если место было населено призраками. Женщин, которых обнаруживали на улице, в это время без видимой причины казнили, обвиняя их в колдовстве. Также существует мнение, что демоны любят завладевать людьми в этот период. Идея ведьминого часа нашла отражение даже в кино. Так, в фильме «Заклятие» часы останавливаются в 3:07 утра, когда начинают происходить жуткие события. Почему же в ведьмин час происходят плохие события? Расскажу подробнее. Наше тело обладает внутренними биологическими часами, известными также как циркадный ритм. Циркадный ритм связан со сменой дня и ночи. Именно эти часы сбиваются, когда мы осуществляем далекий перелет с быстрой сменой часовых поясов. Во время ведьминого часа наше тело достигает самой низкой температуры, и мы пребываем в самом глубоком сне. Все наши биологические функции практически засыпают. По статистике, в больницах и домах престарелых больше всего смертей происходит между 3 и 4 часами утра. Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, вероятность смерти повышается именно в это время. В это время, когда мы более чувствительны к внешним физическим стимулам. Медиумам и экстрасенсам легче всего общаться с духами в это время. В ведьмин час нам проще передать телепатическое послание, и многие эксперименты это подтверждают. Большой процент случаев сонного паралича происходит в это время. Ранее суеверные люди считали, что сон и паралич и другие несчастья вызывали демоны и ведьмы. Они проводили свои темные ритуалы в это время, пока все спали, чтобы не были пойманными. Так почему же все-таки мы просыпаемся между 3 и 4 часами утра? Люди без особой чувствительности к паранормальному просыпаются между 3 и 4 часами утра, пожалуй, чувствуя позывы сходить в туалет. Более чувствительные люди могут заметить, что сон в это время становится более тревожным, или они видят ночные кошмары. Ученые объясняют это просто. Женщины в среднем возрасте часто сталкиваются с нарушением сна. К тому же с возрастом нормальный цикл сна становится короче. Если мы ложимся спать пораньше, мы просыпаемся в 3-4 утра. Однако шаманы и колдуны считают, что это не просто бессонница. Если человек регулярно пробуждается в это время, это может сигнализировать о чем-то большем. Люди, которые просыпаются в это время, переживают так называемые духовные обновления. Это время, когда духи легко с ними общаются. Духи, которые нас посещают, могут быть нашими предками или другими высшими сущностями, несущими важные послания или подарок свыше. Если вы просыпаетесь в это время, записывайте все свои сны и медитируйте. Постарайтесь понять, что именно вам пытаются донести. И вы сможете открыть секреты своей жизни, судьбы, или магических сил. Сейчас я хочу рассказать о паре страшилок в стиле городских легенд и о некоторых реальных преступлениях, которые связывают именно с ним. Час дьявола установлен именно на 3 часа ночи, потому что считается, что именно в это время на кресте умер Иисус Христос. Час смерти Иисуса по Библии действительно высчитывают на 3 часа, правда дня, а не ночи. Однако считается, что дьявол особенно силен именно ночью, поэтому совместил 3 часа и ночь.
3 часа ночи распятие на стене может перевернуться вверх ногами, и такое якобы можно заметить во многих домах с привидениями. Также число 3 считается святым числом в христианстве и ссылается на Святую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. А если вы просыпаетесь ночью ровно в 3 часа, то, согласно народному поверью, это означает, что к вам приходил сам дьявол. Впервые термин «час колдовства» был введен в 1560 году папой Пием IV. В те годы как раз началась охота на ведьм, которых люди первым делом обвиняли в наведении болезней. А делалось это наведение с помощью колдовства и обязательно по ночам, потому что ночью ведьмам помогала нечистая сила. И если кто-то был замечен в том, что в середине ночи он делает в доме что-то непонятное, то его могли обвинить в колдовстве. Ну и будем объективны, по факту обвиняли. За 16 и 18 века примерно 60 тысяч человек по всей Европе были казнены через повешение или сжигание на кострах за обвинение в колдовстве. Позже, когда ведьмы уже стали неактуальными, час ведьм, он же час колдовства, превратился просто в час дьявола. Одно из самых пугающих и ужасающих преступлений в мире было совершено в 3 часа ночи 13 ноября 1974 года. Рональд-младший из винтовки застрелил свою мать, отца и 4 братьев и сестер, когда они спали в постелях. Лишь к 6 часам вечера того же дня он пришел в местный бар и закричал: «Вы должны помочь мне, кажется, мои мать и отец застрелены». На суде Рональд никак не мог объяснить свой поступок и путался в показаниях, на основе чего у многих людей возникло подозрение, что он был одержим злыми силами и не контролировал свои действия, но был признан вменяемым и приговорен к 150 годам тюрьмы. В истории преступления осталось как ужас Амитивилля. Надеюсь, вам моя подборка событий, которая связана с 3 часами ночи, понравилась. Но если спросите меня, это время упоминается даже у Шекспира в трагедии «Гамлет». И это и есть ночь колдовства. В церквах, застыв колокола, встречают духов ада выдох, падение мира и крамолоха.